С самого утра рабочие вновь приступили к работе. На Альтиевском водозаборе второй день заняты установкой нового центробежного насоса. Его мощность около 4000 кубов в сутки. Новый на смену старому. До этого здесь вся нагрузка ложилась на 4 центробежных насоса. Один из них полностью вышел из строя. Рабочие накануне завершили его демонтаж, а сегодня начали монтаж нового насоса, который значительно преобладает в мощности в сравнении со старым. Там стоят старые насосы, КПД у них очень маленький. Конечно, мы не успевали его отдать, в смысле подать воду в таком количестве, чтобы учитывая летний период. За ходом работы наблюдает и заместитель председателя правительства Тимур Фатахов. До конца дня после монтажа проведут опрессовку. Если трубы выдержат давление и все пойдет по плану, насос должны запустить окончательно в понедельник, а значит и стабильно обеспечивать жителей дополнительными кубометрами воды. Ранее поставляемый объем H2O составлял около 13 тысяч кубов в сутки. Будем сегодня опрессовку делать. И уже смотреть, в какую сторону, какое давление будет. У нас есть манометры на трубопроводе, на магистральной. И будем уже регулировать, в какую сторону, куда давление подать. Когда окончательно завершатся работы? Ну, по данному насосу где-то завершаться работы уже где-то, наверное, завтра уже видно будет. А послезавтра люди уже... Ну, имеется, конечно, послезавтра уже должно быть стабильно должна быть вода. Ранее по поручению главы здесь установили 3 глубинных погружных насоса для улучшения водоснабжения Назрановского района. Сам водозабор рассчитан на 4 района – Плиево, Барсуки, Альтиево и Гамурзиево. Только вот его техника, рассчитанная на определенный срок, уже на процентов 70 изношена. Неудивительно, ведь эта система водоснабжения работает еще с 1960 года. Здесь заложено по программе «Чистая вода» на 23 год заложена реконструкция и строительство здесь нового водозабора. Есть такая программа правительства. Да, к 23 году. Но пока до 23 года придется пользоваться тем, что и у нас есть в данное время. Температура воздуха в последние 2 недели начала повышаться до 33-35 градусов. Вместе с этим нехватка воды начала ощущаться еще больше. Понимая, что на решение проблемы необходимо время, было решено осуществлять поадресный подвоз воды. На ряд улиц Назрановского района и Назрани действительно ее и подвозят. Правда, с дефицитом воды регулярно сталкиваются жители и других городов районов Ингушетии. Вопрос обеспечения людей живительной влагой в достаточном объеме остро встал еще с начала сезона и находится под личным контролем главы региона. Однако это проблема не одного дня. Прирост населения, изношенные сети водоснабжения – все вкупе спровоцировало нехватку H2O. И для устранения масштабной проблемы необходимы глобальные перемены. Нужны, соответственно, и глобальные мероприятия, такие как обустройство водозабора крупного из реки Асса, полная реконструкция сетей. Напомню, что у нас общая изношенность сетей более 66%. Мы работаем на эту тему сейчас с федеральным центром, надеемся на их понимание. Но жители ждать воду не могут, поэтому по указанию главы и правительства республики, и Фонд развития Республики Ингушетия совместными усилиями на сегодняшний день приобрели 14 насосов. Тем не менее, нехватка воды особенно остро ощущается именно в летний сезон. И во многом, как отмечают здесь, потому что некоторые жители не могут избавиться от привычки поливать огороды, сады, чистить дворы под сильным напором чистой питьевой водой. И совсем не задумываясь над тем, что оставляют без жизненно важного ресурса как соседей, так и животных. Подход какой? Вот я заплатил все. И огороды поливает, и дворы поливает в летний период времени. Прибора учета нету. Следовательно, человек говорит так, вот я заплатил за воду по нормативу, и мне нужна вода. Всего для улучшения водоснабжения правительством региона при поддержке Национального фонда развития Ингушетии закуплено 14 насосов, 13 глубинных погружных и 1 центробежный. 10 из них установят в Кантышево и Сунже. Это позволит увеличить подачу воды для Малгобекского района на 10 тысяч кубов. Их монтаж планируют завершить в воскресенье. После проведения всех работ дебит воды должен увеличиться на 10-15%. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.